Ежедневно в волонтерский пункт «Боевые шелкопряды Якутии» приходит около 20 добровольцев. Сменяя друг друга в разных обязанностях, один выкраивает полотна, другой разрезает на матерчатых полосах специальные вырезы, третий подвязывает получившуюся фигурную ленту на сети. И это только на первый взгляд может показаться простым делом. Мозоли на пальцах, дискомфорт в суставах, спине и шее здесь никого не смущают. Знаете, хоть если болит, то только когда придешь домой. А тут, когда делаешь, знаешь, что ты это делаешь для людей, которые в этом нуждаются. Все для победы, для наших ребяток, дорогих, любимых, родных. Поэтому как-то тут не чувствуешь, даже пальчики вот не болят. Волонтеры в основном люди пенсионного возраста, трудятся бесплатно. На закупку расходных материалов и их доставку деньги они собирают, скидываясь личными средствами. У нас такое воспитание советское, поэтому мы патриоты. Сейчас ухожу в отпуск, и вот на время отпуска буду работать, помогать. У меня мама, уже достаточно пожилой человек, 41-го года рождения, она говорит, я хочу дожить до победы. Победы нашей страны. Мой супруг инвалид Отечественной войны, ушел из жизни, его сейчас нету, и он бы был очень рад тому, что я пришла вот как волонтер помогать. Волонтерское движение сформировалось в феврале этого года. Они являются филиалом Всероссийского добровольческого движения. Жительница Якутска Марина Васильева, посещая раненых бойцов из Якутии, решила, что будет помогать солдатам. Сегодня в WhatsApp-группе волонтеров около 160 человек. Встретившись с нашими ранеными в Санкт-Петербурге, с тяжелым ранением парнишка, и понимаю, что их как-то надо защитить, вот именно маскировочными сетями пришла такая идея. Первая партия была привезена из Санкт-Петербурга, и там я встретилась с моим куратором Инной Суворовой, которая меня научила, показала. Сети изготавливаются из специального маскировочного материала. Готовое полотно защищает бойцов не только визуально, но и от тепловизоров квадрокоптера. Расцветка разная, зависит от запросов бойцов и их местоположения. Волонтеры держат связь с участниками, находящимися в зоне СВО. Также к ним приходят мобилизованные, добровольцы или приехавшие в отпуск бойцы. Наша душа здесь вложена ради победы, чтобы все скорее прекратилось. Когда они сюда приходят, просто вот мы одно просим: берегите себя, ребятки, мы для вас вот делаем, и все. Они просят, чем больше вы нам дадите сетей маскировочных, тем больше нам это, потому что они едут туда. Он один поехал, да, а он еще другу хочет привезти. Обучиться изготовлению маскировочной сети приезжают представители разных районов. После они возвращаются обратно и обучают неравнодушных на местах. Как отмечают волонтеры, помощь предлагают много людей. Кто завезет обед или изготовит макет для плетения. Важна любая помощь. Поддержку начали оказывать предприятия при перевозке материалов и доставке готовых изделий. Даже был организован благотворительный концерт. Наш регион в этом отношении, он просто выделяется. Буквально писали ребята, что у меня там сослуживец из Приморья, вот он прямо говорит, что ничего себе, как вам помогают, не забывают, как хорошо. Поэтому это такие истории, они греют душу, конечно, и тоже хочется внести свой вклад. Если и вы хотите оказать какую-либо помощь, можете подойти по адресу Дзержинского, 62 с 9:30 до 22 часов в любой день недели. Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.